скальными объектами. Так как я сам по специализации ботаник, занимаюсь флорой и растительностью наших территорий, могу сказать, что вот как раз такие объекты по долинам рек, вот такие скальные, это очень богатые, вот, так как произрастает очень много редких и нуждающихся в охране растений. Вторая территория федерального значения – это национальный парк Югытва. Он был основан в 90, но более официальная дата у нас считается 94 год, когда был утвержден официально. Территория самая крупная, почти 2 миллиона гектар. Охраняются у нас, как известно, горы федерального значения только в этом году официально. Это национальный парк Кайгородский, пока информации мало. Находится в Кайгородском районе в подзоне Южной тайги. Создано для охраны пока еще не вырубленных лесов подзоны Южной тайги. И также соответствующей флоры и фауны этого подзоны. Перейдем к ОПТ регионального значения. Их у нас 229, как я говорил. Из них 162 природных заказника, 66 памятников природы и 1 охраняемый ландшафт. Но еще есть 2 ОПТ местного значения. Вот это данный слайд, немножко старая информация, я только хотел обратить внимание. Если посмотрите 162 заказника, посмотрите, каких заказников больше всего. Почему у нас было так много заказников и сейчас так. Вот такая, 95 болотных заказников. Это связано, что в 80-х годах очень сильно у нас осушивали болота, особенно верховые переходные. Вот, допустим, старый космоснимок на 90-х годах Картировского района, среднее течение реки Локчи в районе Нигакироса. Вот видите, вот это все мелиоративные канавы, которые таким образом осушали. Считали, что нужно водить, тут будет лес хорошо расти, короче, ввести в хозяйственное значение. Но данный проект не